Карачаевцы – тюркский народ на Северном Кавказе, коренное население Карачаево-Черкесии, населяющее в основном ее горные и предгорные районы по долинам рек Кубань, Теберда, Подкумок, Молка, Джигута, Большой и Малый Зеленчук, Большая Лаба, Урупа и их притоком. На территории исторического Карачая предположительно находилась столица Алании. Они относятся к кавказионскому антропологическому типу европеоидной расы, говорят на карачаево-балкарском языке тюркской семьи. Численность в России 218 403 человек, из них в Карачаево-Черкесии 194 324 человек, что составляет 41% населения республики. Некоторое количество карачаевцев проживает в Казахстане и Киргизии, где они оказались в результате насильственной депортации всего народа в 1943 году. Живут также в Турции, Сирии, странах Европы и Америки, где являются потомками мухаджиров, покинувших Кавказ в XIX веке. Доля карачаевцев по районам и городам России. История. Этногенез. Формирование карачаевского народа, которое закончилось предположительно в XIII-XIV веках, приняло участие несколько этнических компонентов. Ученые выделяют аланы местное кавказское население, положившее начало карачаевскому этногенезу и передавших потомкам многие черты своей духовной, материальной культуры. Генофонд. По результатам исследований были выявлены две наиболее часто встречающиеся у карачаевцев Y-хромосомные гаплогруппы R1A1AM198 около 36% и G2AP15 около 31% с меньшей частотой, чем у карачаевцев. Гаплогруппа R1A1AM198 встречается у соседних народов абазино-черкесов. Предлагается, что высокий процент гаплогруппы R1A1 среди карачаевцев и соседних народов является результатом миграции из степей Евразии. Гаплогруппа G2AP15 может быть связана с автохтонным населением, племенами кабанской культуры. Реже, чем R1A1 и G2, у карачаевцев встречаются другие, характерные для Кавказа гаплогруппы J2, R1 миллиард и 2, G1, E1 миллиард 1 миллиард 1, T1. Отмечается, что у карачаевцев практически не встречаются Y-хромосомные гаплогруппы восточноевразийского происхождения. Основными гаплогруппами митохондриальной ДНК, выявленными у карачаевцев, являются H, U1 миллиард, U3, G1, T1 миллиард, U1A, U2E, U5. Гаплогруппы митохондриальной ДНК у карачаевцев близки другим популяциям Западного Кавказа, имеют преимущественно переднеазиатское происхождение. Гаплогруппы митохондриальной ДНК восточноевразийского происхождения имеют крайне низкую частоту. Отмечается, что у карачаевцев выявлено меньшее содержание восточноевразийских гаплогрупп митохондриальной ДНК по сравнению с некоторыми кавказоязычными популяциями Западного Кавказа. Карачаевцы в составе России. В 1828 году русская армия захватила территорию Карачай, несмотря на объявленный им формально нейтралитет в Кавказской войне. Поводом стали карачаевские набеги и предполагаемое участие карачаевцев в набеге на Кавказскую линию с погромом села Незлобного 9 июня 1828 года. 20 октября 1828 года произошло 12-часовое Хасаукинское сражение, в ходе которого царским войскам, оснащенным артиллерией, удалось оттеснить войска карачаевцев под командованием князя Ислама Крым-Шамхалова, избранного на тот период Олием. Численность войск Оли Ислама Крым-Шамхалова составила около 500 воинов. Численность войск генерала Эммануэля – 1653 солдата. При 8 орудиях и 2 горновых мортирах участвовали в бою, и еще один отряд с 2 орудиями прибыл уже после сражения. В самый разгар боя князь Крым-Шаухалов был ранен в бедро, и руководство карачаевскими бойцами взял на себя молодой воин Казбек Байрамкулов. Однако силы были неравны, и защитникам крепости пришлось отступить. Потери со стороны царских войск составили 262 убитых и раненых, со стороны горцев потери неизвестны. Присоединение Карачая к империи считалось очень важным достижением царских генералов. Г.А. Эммануэль сравнивал свою победу с овладением знаменитыми Фермопилами, однако окончательно Карачай вошел в состав России в 1834 году. В 1855 году, чтобы закрепить союз карачаевцев с Россией, генерал Козловский с отрядом из 3 батальонов за 3 недели бесплатно проложил первую колесную дорогу в Карачай по непроходимым горным местам. Энциклопедический словарь Брукгауза и Ефрона, издаваемый
сформировавшийся в конце XIX – начале XX веков, описывая этнический состав Баталпашинского отдела, отмечал по переписи 1897 года в Российской империи насчитывалось 26 877 карачаевцев, в конце XIX коневодство и скотоводство оставалось главным занятием карачаевцев. Депортация карачаевцев по переписи 1939 года в СССР насчитывалось 75 763 карачаевца, из которых 70 301 человек проживал в Карачаевской АО. С начала августа 1942 года и по конец января 1943 года Карачаевская АО находилась под немецкой оккупацией. 12 октября 1943 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР, а 14 октября – постановление СНК СССР о выселении карачаевцев из Карачаевской автономной области в Казахскую и Киргизскую ССР. В этих документах причины выселения объяснялись. Для силового обеспечения депортации карачаевского населения были задействованы войсковые соединения общей численностью в 53 327 человек. И 2 ноября состоялась депортация, по итогам которой в Казахстан и Киргизию были депортированы 69 267 карачаевцев. Впоследствии на месте было довыявлено и депортировано 329, а в других районах Кавказа еще 90 карачаевцев. Кроме того, 2543 чол было демобилизовано из Красной армии. Вместо дома они тоже попали в спецкомендатуры. После 14 лет депортации, во времена Н. Хрущева, в 1957 году карачаевцы были частично реабилитированы и вернулись на родину. Язык. Карачаевцы говорят на карачаево-балкарском языке, который относится к тюркским языкам. Исследования в этом направлении продолжаются, но не активно. Из всех живых и мертвых тюркских языков наиболее близким к карачаево-балкарскому языку является язык письменного памятника XIV века, кодекс Куманикус, письменность на графической основе кириллицы. Ранее использовалась латиница, религия и культура. Процесс исламизации карачаевцев начался в XVI веке, однако еще в XIX веке их верования представляли собой сложный синтез христианства, ислама и дохристианских традиций. Сохранялась вера в магию, священные деревья, камни, божеств-покровителей, во главе которых был бог Тенгри. В настоящее время абсолютное большинство карачаевцев исповедует ислам суннитского толка. Большое внимание уделялось соблюдению требований и положений этического кодекса Йозден-Адид, который представляет собой совокупность норм обычного права, истории, нравственных предписаний и правил этикета.